Это кофе-брейк на дожде. Сегодня мы пьем кофе с известным журналистом Светланой Рейтер. И причина, собственно, почему мы ее пригласили. Сегодня пригласили ее не только мы, но и утром пригласили ФСБ. ФСБ разбирается с публикацией Светланы, которая была в журнале Esquire, и она была посвящена странностям работы чеченских правоохранительных органов и тому, как в Чечне пропадают люди. И вот сегодня, собственно, я хочу спросить у Светланы, чем вызван такой интерес ФСБ. Когда была эта публикация, сколько я понимаю, довольно давно? Эта публикация была, интервью с Каляпиным было записано где-то в середине июля 2011 года. Каляпин – это председатель комитета. Каляпин, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток в милиции». Сейчас, кажется, это называется «Комитет против пыток в полиции». Вот, должен называться, если логически мыслить. И, соответственно, публикация вышла в сентябре 2011 года. С ней вообще очень это какая-то заклятая публикация, потому что, значит, как только она вышла, через несколько месяцев ушел с поста главного редактора Филипп Бахтин. И, может быть, вы помните, чуть ли не в «Коммерсанте» была публикация о том, что Филипп Бахтин уволился с поста главного редактора журнала Esquire как раз из-за этой публикации. Я тогда работал на НТВ, мои коллеги в программе «Центральное телевидение» делали материал, фрагменты из которого, надеюсь, мы можем показать, где, в частности, они и снимали и самого Каляпина, и Ислама Умар Пашаева, которого они в секретном месте держат, жертву пыток, как я понимаю. И этот материал тоже имел довольно странную судьбу, то есть он вышел на орбиту, то есть на Дальний Восток, где у нас всегда свобода слова, а дальше свобода слова закончилась, и авторы вывесили его на YouTube, где он получил гигантское количество откликов. Так что, в общем, у этой темы какая-то странная история. А что, собственно, следователь ФСБ из Нижнего Новгорода? Это был не следователь, давайте так, значит, это был не допрос, это был опрос, это был не следователь, это был оперативник по имени Игорь Савельев, молодой человек, моложе меня, насколько я понимаю, лет, может быть, 30, который позвонил мне неделю назад и сказал, что хотел бы со мной побеседовать в рамках проверки, которую проводит прокуратура по факту, значит, возбуждения или не возбуждения, не знаю уже вот эти вот трюизмы, уголовного дела в отношении Игоря Александровича Каляпина по факту разглашения тайны следствия по делу Ислама Умар Пашаева. Вот, значит, считается, что идет следствие? В этом, значит, состоит самый парадокс. Давайте фабулу расскажем. Давайте расскажем. Я ее помню не очень точно. Значит, Ислам Умар Пашаев был задержан сотрудниками чеченского ОМОНа, если не ошибаюсь, в октябре прошлого, а может быть даже позапрошлого года. Вот, после чего его держали на базе в чеченском ОМОНе некоторое количество времени, но его родители, значит, там сложно объяснить. Игорь Александрович Каляпин, он придумал такие сводные мобильные группы, которые работают в Чечне, еще в нескольких регионах. В Чечне особенно, которые просто, здесь там в других регионах отделения, в Чечне работают сводные мобильные группы. Это люди, которые как раз занимаются обеспечением правозащиты для родственников, сбором информации и помощью. И на тот момент, когда Ислам Умар Пашаев был похищен, эта сводная мобильная группа уже работала на территории Чеченской Республики, поэтому родители Ислама Умар Пашаева вышли на сводную мобильную группу, была проведена срочная коммуникация жалобы в Европейский суд по правам человека. И ровно после этого, когда раскрутилась вот эта вот добрая машина правды, Ислам Умар Пашаев в скором времени был отпущен на свободу. Да, я с удовольствием посмотрела. Кадры сделаны нашими коллегами. Великолепными коллегами. Да, Николаем Ковальковым. Как раз вот на каких-то из этих кадров мы увидим, вот как раз сам Умар Пашаев, он находится в секретном убежище в селе, в одной из областей не разглашалось, где именно, и рассказывает свою историю. Как я понимаю, он там и продолжает находиться до сих пор. Я не задаю Игорю Александровичу этот вопрос. А с чего хотели, собственно, оперативники из ФСБ? Почему они хотели дело не по факту, не по факту похищения Умар Пашаева? Давайте в понятие. Значит, это был не допрос, а опрос. И это был не следователь, а оперативник. Хорошо. Это была проверка, которую проводят перед тем, как возбудить или не возбудить уголовное дело. Значит, чтобы выяснить, есть ли состав преступления, есть ли достаточное основание для того, чтобы возбудить уголовное дело, проводится проверка. Теперь все гораздо яснее.
Значит, они проводят проверку. Если состав, грубо говоря, разглашал ли Игорь Александрович Каляпин свою тайну следствия в нескольких источниках. Значит, мне известно, что вменяют разглашение, пытаются вменить там или не пытаются, а проверяют, можно ли вменить разглашение в интернете и в журнале Esquire, собственно, вот в этой публикации «Кавказские борзы», которую я писала год назад. А в чем тайна, какого следствия вот именно? Это для меня непонятно, потому что я оперативнику Савельеву как раз и говорила, что, на мой взгляд, никакого разглашения тайны следствия нет, потому что всю дорогу в этом интервью Игорь Александрович говорит, что следствие не ведется. Если факт того, что следствие не ведется, является тайной следствия, то я даже и не знаю, что сказать. Причем следствие по факту, очевидно, по похищению Умара Пашаева. Ну, по факту похищения, кто был к этому причастен, кому это было нужно, ну, нормальная такая следственная работа, там, оперативно-розыскные мероприятия до этого. То есть фактически человек на себя берет работу Следственного комитета, а его... Он не может ее взять. Ну, поймите, он не может ее взять. Он пытается заставить, и про это тоже очень много есть в материале, он пытается заставить Следственный комитет работать. Понимаете, вот в чем дело. Вот. Было до этого две попытки возбудить против Игоря Александровича Каляпина уголовное дело в рамках разглашения государственной тайны. Значит, вот по этому же что делу. являлось государственной тайной? Никто не знает. Никто не знает. Это дело не возбудили. То, Дважды. что чеченский ОМОН кого-то держит за решеткой незаконно, является государственной тайной, очевидно. Если это признает, это будет как-то фантастика. Я не знаю. Но государственную тайну, в общем, не вменили. Сейчас пытаются вменить, ну не вменить, а сейчас идет проверка, если уж правильно говорить, да, по факту наличия или отсутствия состава преступления там, и оснований для возбуждения уголовного дела по факту разглашения тайны следствия. Я не вижу, но это мое оценочное суждение, не следователь и не оперативный работник, я не вижу никаких следов разглашения тайны следствия в этой публикации, потому что Игорь Александрович Каляпин рассказывает историю, а потом долго рассказывает, как он пытается заставить следователей работать, а они не работают. Никакой тайны, в общем, нет. Это обычное тайное следствие по всей России. Возвращаясь к истории с Умар Пашаевым, это просто вот один такой попался Умар Пашаев, который был спасен, и поэтому мы знаем о нем. В работе у Игоря Александровича Каляпина есть сводные мобильные группы. Насколько я помню, на тот момент было 7 подобных случаев, а 2 или 3 из них еще занималась покойная Наталья Истемирова, которая, ну, в общем, одна из версий, что поэтому она и погибла, да, и насколько я понимаю, не продвинулись ни по одному из этих дел. Но я могу ошибаться, но... Цель всегда вымогательство денег? Нет, совершенно нет. Совершенно не так. Там же, опять же, Игорь Александрович Каляпин в этом же интервью рассказывал про, значит, то, что некоторых людей похищали для того, чтобы потом их выдать за боевиков. Собственно, когда он мне рассказывал про дело Ислама Умара Пашаева, если вы вспомните, история была примерно такая же, что вот его должны были выдать в качестве боевика, уничтоженного к 9 мая, к светлому празднику. Ну, вот. так же, как я знаю, еще объявляют некий набор это было раньше. И этот как раз случай и был... наивных этих мальчиков, которые думают, что у них будет все, тоже но этот сдают. как раз случай был расследован. Это был 2005 год, если я ничего не помню. И мне просто надо как-то освежить в памяти эту публикацию. Вот. Но если я правильно помню, этот случай был единственным, который удалось как-то раскрутить. И, может быть, еще и потому, что оперативники и следователи, которые занимались вот такими вот богопротивными делами, они были как раз приезжие. Они были, по-моему, из Ханты-Мансийска. Это были командировочные, которые вот этим занимались. Если речь заходит о чеченском ОМОНе, то система абсолютно герметичная. Если верить Игорю Александровичу Каляпину, то действительно система герметичная. Ну, в общем, ни для кого не секрет, что Чечня – это государство в государстве. Вот. И там абсолютно свои законы. И то, что можно в других местах, там нельзя. И наоборот. Говорил ли вам вот этот оперативник Савельев, действуют ли они по просьбе своих чеченских коллег, или это вот у них в Нижнем Новгороде самозародилась эта идея? Нет, ну, конечно, он это говорить не будет. Он показал свое поручение, в котором написано, что он командирован от ФСБ Нижегородской области, кажется, так это правильно, значит, называется. И вот он командирован в том числе, чтобы меня опросить. Вот. Ну, я просил. Он позвонил неделю назад.
как вы сами думаете, это по инициативе чеченских коллег? Все-таки это Кадырова взволновала эта история? Иначе, Нижний Новгород. Это по месту проживания Каляпина. Да, я понимаю. Тут сложно сказать. Я думаю, что деятельность Игоря Александровича Каляпина, учитывая, что он работает и в Нижнем Новгороде, и в Марий-Эл, и еще в нескольких регионах, она может раздражать многих. Она может раздражать многих. В том числе, конечно, и людей, которые работают в Чеченской Республике. Поэтому мне сложно сказать, откуда растут ноги у этой истории. Мне правда сложно сказать. Я знаю одно, что вот я как раз, когда шла к вам, я разговаривала с Игорем Александровичем Каляпиным и выяснила совершенно потрясающую вещь. 4 года назад у него работал какой-то сотрудник, которого Игорь Александрович уволил, и сотрудник, недолго думая, пошел в УБЭП. Это управление, вы понимаете, тогда было экономическое преступление. Да, экономические преступления. Совершенно верно. В общем, 4 года назад он написал заявление на Каляпина. Каляпина вызвали, опросили или допросили, или побеседовали, или поговорили, вызвали остальных людей из комитета против пыток в милиции, и потом, значит, выяснили, что все в порядке, жалобе ход не дали. Ей дали ход сейчас. То есть вот буквально, когда я поднималась по лестнице и разговаривала с Игорем Александровичем Каляпиным, он мне сказал, что его вызвали еще раз опросили. Это полиция, это не ФСБ, это полиция. Да, но это делается по запросу прокуратуры. То есть прокуратура Нижнего Новгорода, да, вот в данный момент проводит 2 проверки в отношении Игоря Александровича Каляпина. 2 проверки, понимаете? Я могу это коррелировать. Но формально дальше Нижнего Новгорода ноги не растут. То есть формально это вот такая местная инициатива Нижнего Новгорода. Это обычная, да, но это обычная история, как вы думаете, конечно. Это типично для всех подобных дел, как мне кажется. Опять же, это может быть скоррелировано и с тем, что Игорь Александрович Каляпин, насколько я понимаю, его кандидатуру выдвинули в Совет по правам человека при президенте. Это тоже очень многих может раздражать, и мы можем догадываться, кого. Потому что он получает трибуну. Потому что он получает трибуну, да, понимаете. До этого Игорь Александрович Каляпин общался только с журналистами, с правозащитниками. Он выступал там на многих, не знаю, трибунах, но скорее таких локальных, правозащитных. Он получал какие-то премии, еще что-то. Но тут у него будет трибуна, да, и многие, вероятно, не хотят ему эту трибуну давать. Светлана, а вы какие-то сигналы получали с чеченской стороны, от доброжелателей? Вот я помню, когда я занимался чеченскими вопросами и бывал на войнах, в том числе, мне потом домой, у меня не было еще мобильного телефона, они находили мой домашний телефон, звонили мне добрыми голосами, предлагали встретиться, по-дружески предлагали не снимать больше материалов там, о том-то и о том-то. Вот так вот по-дружески все. У вас не было таких друзей? По-дружески у меня пока такого не было. Если я получаю неизвестные СМС с неизвестных номеров, я их моментально стираю, не читаю. Есть такое дело. Я знаю, что этот материал обсуждали на чеченских форумах. Я принципиально не стала смотреть обсуждения. Ну, просто потому что, если ты это делаешь, то ты запугиваешь себя изнутри. Я бы так это сказала, да? Значит, когда я на портале Open Space, я ездила в Грозный по другому совершенно делу, и написала на портал Open Space колонку, вот мое личное оценочное я видел, суждение. Да, о том, что вот город такой, как, скажем, готовый к инаугурации кого угодно, да, то есть там мне показалось, что он такой, да. хотя, опять же, какие-то мои коллеги, которые там были, они сказали, что это все не так. Вероятно, да, это понятно, это моя колонка, это мое личное оценочное суждение. Кому-то и Париж не нравится, и то, что Грозный. Ну да, вот там в комментариях было много всякого разного, такого и сякого, и пятого, позоришь и 10-го. нашу республику. Да, и больше никогда. Не приедешь, но я вам хочу сказать, что когда вот я ехала в Грозный, я, например, на всякий случай, я везла с собой компьютер, я на всякий случай этот материал удалила. Вот. Ну, подумав, что если вдруг меня будут смотреть в аэропорту, то как-то так. Вот. Да, спасибо, Светлана, что пришли к нам. Пожалуйста. Сегодня вот Светлана была на опросе в ФСБ. Приезжал специально командированный для этого сотрудник из Нижнего Новгорода, и опрос касался публикации Светланы в журнале Esquire. Публикация была посвящена тому, как в Чечне похищают людей, и, как выяснилось, дело возбуждено могут возбудить вовсе не о похищении людей, а о разглашении некой следственной тайны. В отношении похищения этих людей. Да, вернусь к вам в новостях в 4 часа дня. Не переключайтесь.